прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидении, и радио «Тетим Саха Радио». Это национальная вещательная компания «Саха». Режиссеры Николай Слепцов и Мария Новгородова. У микрофона сегодня редактор Юрий Сергеев. Приветствую всех телезрителей и радиослушателей. В нашей сегодняшней передаче в Якутске в этом месяце в квартале труда состоялся третий очередной, один из масштабных федеральных форумов «Цифровой алмаз». Подробнее об итогах его в первой части нашей программы. Далее, в стране в ближайшие годы надо привести в порядок не менее 1000 объектов культурного наследия, отметил в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, предложив сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия. А как обстоят дела у нас в городе Якутске? Это в заключительной части нашей передачи будет. Итак, начинаем. Представлю первого гостя студии. Это министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия Василий Васильевич Ефимов. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Давно как-то мы с вами собирались встретиться все-таки, да? В студии вообще радио национальной вещательной компании «Тетим Саха Радио». И вот у нас, конечно, есть на то и причина, и информационный повод. Состоялся совсем недавно третий федеральный форум «Цифровой алмаз». То есть в Якутске уже проводится в третий раз. Так, да, Василий совершенно верно. Каковы особенности нынешнего форума, что бы вы отметили? Да, Юрий Николаевич, уважаемые телезрители и слушатели радио, очень рад быть в вашей студии. Последний раз я здесь был, первый, кстати, раз, и последний это был, когда я еще возглавлял венчурную компанию «Якутия». Да, венчурная компания «Якутия». Да, тогда я разговаривал в основном, рассказывал про инвестиции венчурные, как у нас обстоят дела, и ответил на несколько вопросов. Возможно, сейчас тоже, надеюсь, вопросы будут. Да. Но сейчас, конечно, повестка гораздо шире. Уже более 1 года проработал в должности министра. Угу. И, как вы правильно подметили, форум «Цифровой алмаз», он стал таким, во-первых, третий, да, уже с учетом опыта первого и второго форума мы его провели, с учетом плюсов и минусов предыдущих, так скажем. Поэтому, наверное, самое большое отличие было то, что повестка была максимально прикладная. У нас программы, все сессии, которые мы проводили, и стратегические сессии также были, да, они все были практически направленности. Поэтому, если посмотреть на нашу программу, которую с собой на всякий случай взял, да, то тут каждая сессия имела какой-то посыл. Потому что все сессии были организованы нашими подведомственными организациями или курируемыми, где главная задача была декларировать, чем мы занимаемся, чем мы планируем заниматься в ближайшее время, от 3 и более лет, и кого мы приглашаем. Да, и приехали к нам очень много партнеров, которые заинтересованы также в развитии республики. И этот подход сработал, потому что по количеству участников, по количеству гостей этот форум, конечно, он очень такой масштабный, гораздо масштабнее. Вы ожидали столько прибытия гостей вообще? Честно говоря, нет. Мы планировали, да, но получилось что сверх ожиданий гораздо больше. Угу. Но мы поняли что в следующий форум «Цифровой алмаз» уже 2025 года, да, мы будем отдельный день выделять под молодежный день. По аналогии с Восточно-экономическим форумом. Потому что молодежи было очень много, молодежи очень интересно. Когда я говорю о молодежи, это школьники и студенты. Студенты СПО, студенты вузов. Тоже было очень интересно им посетить. И, к сожалению, нам не удалось. Мы максимально постарались во все сессии их вовлечь, но мы решили в следующем году выделить отдельный день, молодежную сессию, для того, чтобы это была та же площадка коммуникации с молодежью. Потому что нашим учащимся школ, вузов и СУЗов есть что рассказать. Вообще, в целом, у меня есть практика такая, то, что каждый четверг в 8 утра или в 13:00 я хожу по школам, и, собственно, общаюсь со школьниками. Главная задача услышать ребятам, да, какие вопросы их заботят, и как они видят вообще
свое будущее в республике. Вот. Ну и поэтому в рамках нашего форума «Цифровой алмаз» мы в следующем году точно вот сделаем отдельный молодежный день. Вот. Ну и, наверное, как я вот сказал, да, главная задача была у нас, чтобы все сессии были максимально прикладными, чтобы мы обозначили некий перечень проектов к реализации в течение года, вот, к следующему цифровому алмазу 2025 года, чтобы мы могли подвести итоги. Ну и потому что вот форумы на самом деле это такие коммуникационные площадки, где, куда приезжают люди, принимающие решения, заинтересованные люди, и какие-то принципиальные договоренности достигаются. Да? То есть это конкретно коммуникационная площадка. То есть мы не позиционируем форум «Цифровой алмаз» как некое вот мероприятие, да, которое вот сегодня есть, там завтра нет. На самом деле для галочки так провели, да, все, а на мы этом «Цифровой закончили. алмаз» уже как бы он до сих пор у нас идет. Да, продолжается, на самом деле, да? продолжается, потому что все те коммуникации, которые мы наработали, все эти проекты, они до сих пор у нас, вот сегодня буквально вот у нас тоже будет в формате ВКС-совещания 2-3, которые вот по следам «Цифрового алмаза», касаемо вот развития беспилотных авиационных систем. Вот, кстати, Василий Васильевич, давайте назовемте все-таки партнеров ваших, с кем вы вот вообще вот сформировали вот вообще и наш этот цифровой алмаз. Давайте назовемте их сегодня. Ну, смотрите, например, если говорить о каких-то соглашениях, ну, на примере прошлогоднего форума. Прошлогодний форум, наверное, основное наше достижение, то, что 2023 год, это было 24, по-моему, ноября, мы подписали договор пожертвований между компанией Нордголд и Фондом развития инноваций. Эти деньги были направлены на строительство волсов в Алёкминском районе. Уже реальное дело. Вот, и, соответственно, в этом году, в этом же зале, 12 ноября, мы запустили высокоскоростной интернет в 3 населенных пунктах Алёкминского района. Вот. Ну и вот за этот год мы этот проект реализовали, это было достаточно сложно, потому что также строительство осуществлялось там в пожароопасный сезон. Соответственно, ну, мы это сделали, и у населения сейчас, да, хоть и численность там небольшая, потому что обычно вот оптоволокно приходит в населенные пункты, где есть там окупаемое количество вот абонентов потенциальных, да, вот, и здесь это больше вот как бы социально ориентированный проект со стороны вот крупного бизнеса, вот, но это было все подписано на полях вот форума «Цифровой алмаз», а в этом году мы уже декларировали о том, что мы завершили. Да? Да, вот прошло, в общем-то, очень много мероприятий, конечно, называть их тоже невозможно сегодня, но самое ключевое, что бы вы отметили, Василий Васильевич, что запомнится и участникам форума, да, и вообще нашим жителям республики? Ну, участникам форума точно запомнятся все сессии, на которых они побывали, потому что, как я сказал, они все прикладного характера. Да. У нас были сессии там по развитию видеоигровой индустрии, по киноиндустрии. В основном там была повестка о том, что нам нужно масштабировать наши решения, там наши продукты не только вот на территории Российской Федерации, но и за пределами, да, в том числе в странах БРИКС. Вот. И, кстати, вот пленарная сессия тоже у нас была в основном посвящена этому, то, что у нас как бы идет политика в области импортозамещения программного обеспечения, но в целом за 2 года уже видно, что импортозамещение у нас идет семимильными шагами, и мы сейчас уже должны готовиться к тому, то, что мы готовы наши решения, я имею в виду не только вот Республика Саха-Якутия, но в целом в нашей стране продвигать на внешние рынки. Они уже становятся конкурентоспособными там. Вот. А вот если всем участникам, у нас была трансляция там через ВК, да, я не могу сказать какое-то отдельное мероприятие, но точно открытие волсов в Тяне, Бяскюэль и Токо, это точно запомнилось всем, я думаю, кто участвовал, да, и те, которые вот почитали, потому что это вот как раз-таки тот эффект, которого мы пытаемся достичь вместе с крупным партнерством, с крупным бизнесом. Вот мне запомнилось, например, пленарное заседание, скажем так, да, где спикер этого заседания предложил, вот какие все-таки планы на 2025 год, да, вплоть до 2050 года. Там разные мнения прозвучали. Это был модератор, шеф-редактор. Да, и там, РБК, кстати, вот предлагали робототехнику, там надо будет, конечно, вот Алрус IT, там предлагали свои, да, тоже проекты какие-то по управлению, скажем так, да, в общем-то, в промышленности особенно. Вот, ну, я думаю, что и Айсен Сергеевич тоже ведь сказал, там, что надо, конечно, к тому времени мы должны дальше же смотреть, не то, что 2050 года, а еще дальше. Вот. А замминистра вот, связи, да, Российской Федерации, вот, он все-таки вот обратил внимание, что нужно, конечно, желательно было бы уже к 2025-2026 году, может быть, даже и больше,
уже чтобы покрыта была сетью, связью и интернетом. Да, Андрей Александрович... Василий Васильевич, вот как вы думаете, а вы-то как считаете? Ну, смотрите, вот там действительно вот прозвучали такие моменты, да, то, что предложили в повестку форума следующего года цифровизация промышленности. Вот, у нас действительно в Якутии очень много крупного бизнеса, горнодобывающих компаний, и, соответственно, у нас постепенно, я не могу сказать там то, что у нас везде и повсюду, да, то, что есть решение для крупного бизнеса, но тем не менее мы уже, так скажем, как говорится, протестировали гипотезы и знаем то, что наш местный бизнес, ему есть что предложить крупному бизнесу. Вот, и поэтому я надеюсь, что повестка основная следующего форума будет как раз-таки про цифровизацию промышленности, и мы пригласим как можно больше вот количество участников, да, добывающих компаний, которые, по сути, формируют нашу вот основу экономики нашей республики Якутия, и мы будем говорить уже, как мы можем совместно с ними работать, развивать местное технологическое предпринимательство, какие решения им нужны. Ну, мы не только вот про Республику Саха-Якутия, мы также пригласим и наших коллег с Дальневосточного федерального округа, ну и будет такая вот очень хорошая дискуссия, сконцентрированная на этой теме. Ну и, собственно, мы уже там в течение года по беспилотникам тоже будем продвигаться там, да, постепенно, будет о чем рассказать. Вот. И что касается вот горизонта планирования, то действительно, ну, стратегия — это про долгий срок всегда. Ну да, конечно. Да, поэтому как минимум должно быть некое стратегическое видение, и 2050 год — это, в принципе, с одной стороны, может звучать как будто бы очень долго и, ну, но по факту это на самом деле 50-й год не за горами. Не за горами, да, действительно. Да, и это нам все-таки нужно понимать, к чему Мгм. мы стремимся, как субъект, как регион, как мы видим развитие нашей республики и, ну, самое главное, население, да, вот почему здесь люди должны оставаться и здесь развиваться, чем они будут заниматься, как будут зарабатывать, ну, и, собственно, там, платить налоги и так далее. Вот, и, ну, без этого видения стратегического его практически, ну, как невозможно достичь этого, да, это как раз-таки вот посыл Арсения Сергеевича, он в этом, да, то, что нам необходимо вот, Да. планировать стратегически, и это долгосрочное, и только вот долгосрочное планирование, оно вот приведет к какому-то вот результату. Василий Васильевич, ну все-таки вот, конечно, давайте так сделаем, обратимся вот к нашей местной печати в социальных сетях все-таки, да, вот по финансированию, оправдал ли себя форум, да, вот, цифровой алмаз, что за этим стоит вообще, как это конкретно сумма даже указывалась, вот, чтобы вы прокомментировали, скажем так. Да, ну, как я уже, в принципе, озвучил на одном из вот своих выступлений, то, что у нас благодаря этому форуму привлекли 300 миллионов рублей, там на меня выходили из редакции Сахадей, задали уточняющий вопрос, ну, собственно, как бы я ответил, сейчас вот есть возможность его даже более развернуто, так скажем. Да, ну вот, пожалуйста, разверните этот вопрос, да, да, смотрите, вот как я комментарий. сказал, да, вот форумы — это вот коммуникационные площадки, да, вот где вот стороны каких-то вот проектов, которые думают о реализации совместных проектов, встречаются и договариваются, да, то, что двигаемся так. Вот. Понятное дело то, что к этому моменту, к этой встрече подготавливается некая вот основа, ну, потому что они просто так не появляются, там, да, то, что встретили в коридоре Квартале труда, там, и договорились о том, то, что вот вам деньги там, да, вот. Ну и, собственно, после самого форума тоже подразумевается очень интенсивная работа вместе с партнером, там, внутри нашего министерства, с нашими институтами развития, да, вот где мы должны все это, как говорится, доупаковать и, собственно, потом уже подписать конкретные договоры, там, да. Когда я говорю о том, что 300 миллионов рублей достигнуты договоренности, это означает, что действительно так и есть, там, да, и потом мы будем анонсировать, когда будем подписывать все эти договоры. Просто сейчас не хотелось бы преждевременно, там, да, или партнеров наших, не дай бог, напугать, там, или еще что-то, сделать некий там фальстарт. Но мы обязательно, будет это все с отсылкой на цифровой алмаз, ну и тогда все будет там понятно. Вот. И мы покажем сколько, мы покажем на что, а потом, ну, как обычно, покажем результат. Василий Васильевич, но все-таки, если вернуться тоже к форуму, вот скажите, пожалуйста, ну, там вот поднимался вопрос кадровый. Это, кстати, я считаю, актуальный вопрос, поднимался на площадках от форума «Цифровой алмаз», и действительно этот вопрос не только у нас, конечно, возникает, но и по всей России. Мы знаем ситуацию, какая сегодня, да, непростая, вот, международная и так далее, и знаем, когда был исход айтишников из Российской Федерации, да, и из нашей республики в том числе, это тоже не секрет, тем не Василий Васильевич. И вот как этот вопрос-то сегодня будет решаться все-таки? Это же кадры решают все, в том числе, наверное, и IT, наша отрасль. Так и есть.
Ну, я мог бы начать, наверное, со стандартной, действительно, это сложный вопрос там и так далее. Вот, и мы над ним работаем. Ну, действительно, работаем. Вопрос точно сложный, но при этом сейчас появились большие возможности, на самом деле, для наших айтишников как раз-таки проявить себя. Потому что, ну, простой пример, опять же, вот по работе с недропользователями. Этот рынок в какой-то степени был раньше для нас закрыт. Да. Вот, потому что, ну, мы не могли, как институты развития, вот как я руководитель венчурной компании Якутия, достучаться, например, до той же компании Алрос, там сказать, вот смотрите, у нас есть портфельная компания, резиденты там IT-парка, вот, и они вам что-то сделают, вот. А потом мы спрашиваем, а что они могут, да? Ну, мы говорим, ну, они могут вот так и показываем портфель проектов. Вот, они говорят, ну, нам этого не надо. И на этом коммуникация у нас заканчивалась, да. А сейчас времена поменялись. И сейчас крупный бизнес, в том числе компания Алроса, им нужны решения местные. Да. Вот, во-первых, отечественные, там, во-вторых, ну, если они есть в регионе, почему бы и нет? Потому что корпоративная социальная ответственность, она не ограничивается там строительством социальных объектов. Это, безусловно, важно. Но также, когда корпоративная социальная ответственность проявляется тем, то, что в той форме, что дается вот так называемая эта удочка, там, да, а не рыба, вот. А когда мы говорим удочка, это вот задача. Вот. И когда вот Алроса и крупный бизнес, другие компании нам дают задачи, но ставят перед нами, мы их видим, смотрим, ух ты, мы, оказывается, можем их реализовать. Вот. И вот в этом вся возможность, на самом деле. Поэтому, с одной стороны, вот есть отток, но на самом деле мы его особо не ощутили. Действительно, некоторые люди уехали, но потом очень многие вернулись. Вот. И это и в геймдеве, это и в других направлениях. И мы сейчас видим то, что, ну, сложилась такая экономическая ситуация, в какой-то момент люди уехали, а сейчас люди многие возвращаются. Вот. У нас действительно сейчас появилось, вот, если говорить о видеоигровой индустрии, очень много небольших студий. Вот. И наша задача сейчас, вот как правительство, да, ну, дать им инструменты поддержки, ну и в целом понять, вот, что сработает у нас, потому что видеоигровая индустрия, она очень сложная. Это не просто там вот сделал игру и ее продал. Да. Ну вот. Рынок работает по-другому там совсем. И поэтому мы сейчас вот вместе с коллегами продумываем инструменты поддержки для видеоигровой индустрии. В том числе делаем акселерационные программы, понимаем то, что будут сложности с масштабированием, мы учитываем эти нюансы. Ну, собственно, как бы вот так. Поэтому с точки зрения вот IT, нехватка кадров, она как бы с одной стороны ощущается, да, с другой стороны появились очень много возможностей. Вот. Но сейчас как раз вот, пользуясь прямым эфиром, хотелось бы вот обратиться к крупному бизнесу, там, нашему республиканскому, да, чтобы начали уже более активно рассматривать такие вакансии, как, например, вот дата-сайентист, дата-аналитик, ну, специалисты, эксперты по работе с данными. Там, по сути, это вообще как бы научные сотрудники по работе с данными, можно так сказать. Вот, есть отдельная как бы наука там, да. Ну и, собственно, по информационной безопасности. То есть эти вакансии, они сейчас пока что не очевидны там, да, ну, то, что они нужны, но через какое-то время это будет просто уже норма. Вот, поэтому на самом деле специалистов сейчас много. Также вот у нас есть школа 21, которая выпускает достаточно узких специалистов по разным там направлениям, и сейчас вот главное, чтобы, ну, работодатели там понимали то, что эти специалисты им нужны, потому что это факт, вот, и просто не все работодатели пока что это осознали, вот, поэтому с точки зрения вот кадров у нас в республике все очень даже неплохо. Василий Васильевич, ну все-таки вот, ладно, форум прошел, да, в общем-то успешно прошел, было много гостей, предложений было, соглашений было подписано, но все-таки вот привлечение, наверное, вот с наших отдаленных районов, улусов, да, вот тоже тех, кто занимается вот в этой IT-отрасли, да, кто сегодня, может, только на ноги встает и так далее, вот, чтобы привлечь тоже, наверное, вот, чтобы вся как бы республика и те вот специалисты, их нужно, конечно, тоже выбрать, наверное, вот как мы говорили сейчас о кадровом вопросе, да, чтобы как-то вот, по-новому зазвучало, наверное, вот, и форум следующий, может, по-новому как-то зазвучал, что-то, какие-то новые нотки появились бы, наверное, да, что-то новое мы могли создать, еще что-то сделать. Вот как вы считаете, Василий Васильевич, что можно вот это как-то более еще расширить, может, что-то, или границы этого, или что? Что здесь не хватает? Я бы попросил вас, Юрий Николаевич, сейчас уточнить вопрос, потому что вы начали говорить о районах. Я думал, то, что вы предлагаете обозначить более четко, ярко повестку район. Да, более четко, ярко, да. Ну, это осталось минута совсем. Ну,
буквально закончите. Это очень хорошее предложение. Мы действительно сейчас вот рассмотрим, сделаем упор на районы, и в повестке 2025 форума, форума 2025 года «Цифровой алмаз» мы это вот обозначим более четко, да? Какова же роль развития креативной экономики в районах. Все, спасибо. И цифровой экономики. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, у нас первый блок подошел к концу. Сейчас рекламная пауза, потом вновь вернемся в нашу студию и продолжим передачу «Якутск сегодня». Уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. Это «Якутск сегодня». В России реализуется программа сохранения объектов культурного наследия, которой особое внимание уделил в своем послании президент России Владимир Путин. Ну, раньше такой единой, скажем, программы никогда не было. И вот сегодня она уже есть, существует, реализуется, и республика наша участвует в ней активно. Вот у нас сегодня в студии председатель Якутского республиканского отделения Всероссийской общественной организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Руслан Васильевич Васильев. Здравствуйте, Руслан Васильевич. Добрый день, добрый день. Тема, конечно, очень интересная, тоже актуальная тема. Руслан Васильевич, вы уже в этой теме тоже давно, по-моему, да? Да, уже не первый год. 2015 года. Ну вот видите, когда была создана, общественная организация ваша. Да. А какие основные цели вашей организации, если несколько слов? Ну, вообще, самая главная задача у нас – это оказание содействия государственным органам в деле охраны и сохранения объектов культурного наследия. Ну, проще говоря, в сохранении нашей исторической памяти. Так. Вот это самая главная задача наша. Угу. Сохранить для будущих потомков, скажем так. Да, и самое главное, оказать содействие. Мы не просто мы входим в какое-то противоречие или что-то еще там, да, а именно содействуем органам власти. Да. Наша передача называется «Якутск сегодня». Давайте поговорим о нашей столице, Республике Саха-Якутия, нашем прекрасном старинном городе. И надо сказать, что у нас вообще сколько исторических памятников, исторических мест у нас? Ну, вообще, город Якутск, он сам по себе, конечно, очень исторический, потому что это же долина Туймада. Здесь такие были движения народов многовековые, тысячелетние, поэтому отсюда шло и движение, заселяли Северную Америку, понимаешь, и осваивали там Евразию, поэтому история, конечно, глубочайшая. И об этом говорит наша археология. Здесь же огромное количество археологических памятников в нашей долине Туймады. Или это, скажем так, городского округа город Якутск. Да? Поэтому сплошные памятники. Это даже показывает, скажем, вот строительство города Якутска. Да, скажем, вот у нас, когда строили сквер учителя, ведь только копнули, там уже археологические памятники. Да. Пришлось останавливать все работы, чтобы там прошли спасательные работы. Или проспект Ленина напротив театра оперы и балета. Зимой там дорогу делали, прокопнули, а там, пожалуйста, уже тоже археологические объекты там, да, или вот сейчас должен строиться арбитражный суд, да, напротив Илтумена, пожалуйста, и тоже приостановили стройку, чтобы провести эти спасательные работы, да, скажем. Или вот этим летом буквально мы все знаем, что шли археологические работы, это вот по Чернышевской, где вот наша городская баня, там будет строиться гостиница, уже 2 года там проходят уже археологические работы. Найдено много интересных находок, это наша быт и жизнь прошлых поколений. Или, скажем, Острог, да, это же в этом году там велись работы на территории нашего деревянного Кремля. Это наш деревянный Кремль, это, в общем-то, такое историческое место. Впервые слышу. Да, и самое главное, там не просто был, это был Кремль, а по периметру еще и острог. Острог, да. Это было мощное такое оборонное сооружение. Сооружение. Потому что здесь как раз шло такое геополитическое противостояние с Китаем уже, там, понимаете, да, это единственный город укрепленный был, это наш Якутск. Да, поэтому здесь внимание. И когда проходили раскопки, и там нашли уникальнейшие там такие документы, как берестяные
письмена, Ой, да? не говорите. Да, вот это говорит о том, что в то время был дефицит Их, бумаги. по-моему, даже расшифровали немножко, Да, да? вот сейчас идут расшифровка, и там как раз ясачные там документы. Да, значит, какой там яса, какой собрали там, да, и до сих пор это расшифровывают это все, да, это их надо, потому что это береста, она пролежала вот сколько там, да, это сейчас 17, 18, 19, 20, 21 век, сколько веков да. пролежало-то в мерзлоте. А это был еще пожар. Почему сохранилось? Потому что был пожар. Да? Это все осталось там, ну, в нижних венцах, где-то внизу, в складских таких погребах. Это все залили, а затем мерзлота, все это дело, новые постройки. И сохранилось. И так сохранилось, в общем-то, да. как в первозданном виде все это дело. Да? И там много уникальных предметов. Вот недавно открыли выставку с ИВФУ, и вот то, что нашли там, вот, в общем-то, очень да. интересно. Это такие... где-то выставить надо было бы, наверное, Ну, там выставлено все. Выставлено, да. да. Поэтому ну, любой желающий горожанин может уважаемые пойти. телезрители, радиослушатели, конечно, вот надо этим тоже вопросами интересоваться. Если у вас какие-то есть вопросы, вот Руслану Васильевичу, пожалуйста, звоните нам. Телефоны 32 2066 и 32 1166. Пожалуйста, задавайте, если есть какие-то вопросы. Руслан Васильевич, ну вот, скажем так, наш город старинный, конечно, все под ногами у нас, все, да, вся историческая ее хроника, вся ее историческая, такие переживания какие-то, все. Вот, а вы как-то вот мне говорили накануне, что вы как-то проводили исследования какие-то, да, вот, начиная с Старой Табаги там и так далее, вплоть до Мархи. Да, вот. Мы свою организацию воссоздали, да, вот это Всероссийское общество охраны памятника истории и культуры. Такая организация была еще в советское время. Да, была такая организация. И одним из основателей ее был Дмитрий Коннович Соронов-Аллон. Да, вот такие люди основали эту нашу, да, организацию, мы ее воссоздали. Восстановили, и с 2015 года вот мы работаем. Молодцы. И с тех пор я являюсь вот председателем этой организации. И вот в 2016 году мы вышли с предложением к Арсению Сергеевичу Николаеву, он был тогда мэром города Якутска, о том, что все-таки надо сохранить Якутск деревянный, там вот эту всю историю. И он поддержал нас. Заключили мы соглашение на эту тему, и мы провели работы. В общем, обследовали со Старой Табаги все дома до Магана. Все старые дома, провели обмерные работы. Это какой год? Да? Это в 2016 году. В 2016 это году вот, было. представляете, там, да, вот, в России, скажем, уже почтовых станций-то уже нету. Ну, нет уже, да. А у нас Старая Табага – это первая почтовая станция от города Якутска. Знакомые, любимые края. До сих пор эти дома стоят, да? Да. Вот в Старой Табаге действительно в одном из таких домов, вот не знаю, моему позору, конечно, купца, какого вот с правой стороны, как заезжаешь в мою родную Табагу, где я родился, кстати говоря, в старую, и там вот в этом доме я прожил 8 лет. Ну, и вот. только потом я понял, что, оказывается, дом-то, как он, да, построен-то. Крепкий, хороший дом. Хороший дом, пятистенник, и через стенку жили соседи тоже. И однажды сосед, значит, обнаружил у себя на картофельном поле, копал там картошку или садил, лимонку нашел, а сколько он монет находил старых. И вот он мне много чего рассказывал, конечно, да, и настоящую лимонку, потом ее взорвали тут, понимаешь? Да, ну, даже да, вот такой, была. да, вот действующее было, понимаете, да. Вот видите, что вот. здесь вот жил человек, который где-то, наверное, клад тут есть такой, тут интересов, много вопросов было. А вот где моя бабушка жила, да, Федотова Елизавета Захаровна, она жила вот в этой избушке старой тоже, так якутская изба, да, где вот, и, понимаете, и амбарчик такого у нее был старенький тоже. И вот в этом амбарчике она тоже нам рассказывала, правда, может, и неправда, когда убили Каландрашвили, подстрелили его, да, красные. Ну, в засаде, да, да, они в засаде, попали в засаду, да. Да, а сейчас за Табагой-то там, за Табагинским мысом памятник же стоит, да, на месте да, гибели да. Нестора Каландрашвили, так называемый. Так вот, его там, оказывается, хранили в этом амбаре-то 1 или 2 ночи. Ну, вот видите. Историческое место. Это уже место, да, это, в общем-то, историческое место. И оно даже, если вы сейчас укажете это место, в принципе, это может быть... изба-то уже все, она рухнула. Ну, тем не менее, место может достопримечательное место быть. Да, и амбара уже нет. Это же, в общем, такая достопримечательность. И вот, на самом деле, вот мы с вами сидим, да, вот разговариваем, мы с вами, вот, наверное, последние хранители этой памяти исторической. О, наверное, и вот наша с вами задача, на самом да. деле, это дело сохранить, передать нашим потомкам, чтобы следующее поколение это тоже помнили, да, вот. Вот вы помните рассказы своей бабушки? Вот, помню, конечно. Вот видите, и чтобы дальше поколения тоже слышали наши рассказы и тоже помнили. И самое, конечно, главное, чтобы не только наши рассказы слышали и помнили, да, а чтобы видели эти дома. Вот в том-то и дело, и да. вот наша задача, конечно, вот хорошо. Сохранить наше деревянное зодчество. Руслан Васильевич, ну у нас в Якутске историческое здание Якутского музея имени Ярославского.
деревянное здание мужской прогимназии по улице Кулаковского. Конечно, вид, Да, к сожалению, конечно, вот знаете, что это вызывает, да, вот конечно. мы со дня своего Что показать туристам основания, тогда, да. в нашем прекрасном городе-то? Конечно, это очень печально. А реальное училище вот на углу Вот, Кулаковского. да, вот давайте сейчас коснемся этих объектов. Да. Вот мы со дня своего основания сразу ставили эти вопросы. Проводили выездные совещания, там, да, писали в прокуратуру, Министерство культуры о том, что действительно надо спасать нашу историю. Конечно. Ну, сегодня, скажем, по музею Ярославска ситуация такова. Значит, сейчас идут работы по проекту реставрации. Так. К сожалению, этот процесс затянулся. Выиграла одна из российских компаний, Ну? и вот они разработали этот проект, он до сих пор не может пройти госэкспертизу. И в этом застряли. Значит, они где-то проект маленько неправильный какой-то, да? Вот поэтому не проходит согласование. Так. Поэтому вот здесь вот идет такая затяжка. Так. Да, вот. Ну, процесс какой-то двиг, но, к сожалению, очень медленно. Скажем, по реальному училищу, да, это тоже вот старый дом, где цвет нашей, Конечно, в общем-то, интеллигенция, да. оттуда весь поднялся, да, поэтому, конечно, это имеет, может быть, как архитектурное здание, может быть, оно стандартное, но так как историческое, да, связанное с нашими мыслителями, с нашим народом, оно имеет огромнейшее значение. Поэтому в этом году летом там приезжали эксперты, Так. потому что там вопрос стены уже не такие крепкие, они могут рухнуть в любой восстановлению момент. не подлежат, да? скорее всего. Да. Поэтому вот что? Или сохранить на этом месте, или сдвинуть. Вот чтобы мы не можем это принять, это потому что это объект культурного наследия. Да. Поэтому только эксперты могут прийти к заключению. Летом прошла экспертиза, Так. и сейчас мы ждем их решения. Мгм. Да, вот как бы так. По рядом со изданием, да, мужская прогимназия, Прогимназия, деревянное да. здание, оно прошло. Проект реставрации прошел, насколько я помню. Да, вот сейчас идет как раз вопрос его следующий этап – это реставрации. Да, это нам нужны и финансовые средства, чтобы найти финансирование. Сейчас как раз в этом направлении идет работа. Может быть, это Министерство культуры Российской Федерации, федеральные средства привлечь там, да. Вот, скажем, у нас в этом году отреставрирован дом Серго Орджоникидзе, да, это за счет федеральных средств. Федеральных средств было выделено 36 миллионов. Поэтому, В Хангаласском районе, да? Да, поэтому, в принципе, механизмы работы у нашего управления по объектам культурного наследия Республики Саха-Якутия есть. Да, и они очень значительные суммы привлекли федеральных средств. Поэтому в этом направлении тоже вот идет работа. К сожалению, вот сейчас Троицкий собор – это Да, вот, кстати говоря, тоже вот самое первое здание каменное на всем Дальнем Востоке. Знаете, первое здание. И оно сегодня, конечно, в плачевном состоянии. Плачевном. Ну, вот там история такова, что в свое время этот объект передали епархии. Да, епархии нашей. Они, часть средств была выделена спонсорами на это дело. Они провели там работы, составлен проект. Да, а вот дальше уже вопрос реставрации. И прекратилось финансирование, нет дополнительных средств, а у епархии, конечно, тоже средств тоже нет. Поэтому буквально было совещание при главе республики, да, Айсене Николаеве, о том, где было принято решение о том, чтобы это здание епархия передает обратно в республику. Так. Сейчас это здание уже республиканская собственность, передано в оперативное управление музея Ярославского, да, и, в общем-то, сейчас идут работы по разработке проектной документации. Да, вот Только-только, да, начинается? Да, только, потому что, передано вот только, скажем. Да. Ну что ж, тоже, да, конечно, все зависит от финансирования, конечно. Это дело. Все понятно. Но мы вот в начале разговора я говорил о том, что когда Айсен Сергеевич Николаев, будучи мэром, дал нам добро на проведение всех этих работ, и мы тогда разработали концепцию Якутск деревянный залог. Это вот кусочек старины, кусочек старого Якутска, который еще сохранился. Да, вот. И нас поддержали, потом, значит, на основе вот нашей концепции, это уже тогда была следующий мэр там, да, они уже провели конкурс федеральный на лучшую уже архитектурную концепцию. Вот.
Потом, значит, на этом деле уже как бы следующий мэр приходит уже, да, сегодня уже тоже Григорьев, да, он продолжает это дело. Да. Ну, в принципе, сейчас уже есть Процесс постановление, идет, да, как сказал постановление Горбачев в свое правительства время. уже есть о градостроительных регламентах. Значит, на этой территории уже прописано, из какого материала, сколько, какой высоты должна быть, все это прописано. И далее это двигается. Этот проект вошел в мастер-план города Якутска. Руслан Ильич, и, наверное, совсем осталось немного времени у нас, до несколько минут осталось. Давайте вот про мастер-план города Якутска, не будем про него говорить так уж. Да. А вот наш Залог, конечно, Вот старый город, да? По Залогу. Да. Там ситуация Несколько слов, такая. пожалуйста. Да. Сейчас Какая ситуация сейчас? Вот идет разработка КРТ, это комплексное развитие территорий. Да, вот. Документ уже отработан, он сейчас в правительстве на подписании. Как только выходит документ комплексного развития территории именно Заложного района, начинает работать механизм. Значит, там должны выкупить все дома, участки у жильцов. Им предоставляется жилье рядом буквально, в многоквартирном жилом доме, да, вот, и мы ждем вот этого момента подписания, чтобы дальше закрутить этот процесс. Ну, меня еще волнует такой момент, да, что буквально следующий год это 80 лет Великой Победы. Так, вот, вот смотрите, очень острый вопрос с нашими памятниками. Потому что памятники, скажем, если это объект культурного наследия, то его не может никто подходить к нему, только лицензионная компания. Компания, имеющая лицензию, да, на реставрационные работы. И вот я хотел бы сказать всем, это касается не только, скажем, города Якутска, это все республики касается. Вот у нас вышел приказ Министерства культуры Российской Федерации об утверждении перечня упрощенного вида. Понимаете? Что значит? Да, это упрощенный вид, когда могут память, а у нас ведь на будущий год 80 лет Победы, и надо всем миром памятники отремонтировать, восстановить. Значит, тут уже могут работать и волонтеры уже. И идет уведомительный такой порядок. За несколько, вот за 5 дней, допустим, да, мы должны уведомить госорган о том, что мы приступаем к ремонту этой памятки и проводить эти работы. Конечно, тут прописан уже и регламент этих работ, да, какие работы могут быть проведены. Потому что мы не должны как бы нарушить весь памятник. Да, а вот, скажем, где-то убрать территорию, покрасить привести в порядок, там, да, благоустроить, привести в порядок, так, да. Ремонт бетонных плит, там, какие-то переборку, замена плит, облицовки сделать. Вот это вот раньше это было нельзя делать. Сегодня это упрощается. Но самое главное, потом и сделать отчет об этом. После обязательно, всех работ, конечно. Куда без отчета? Что, в общем-то, ничего не нарушено. Я бы, конечно, предложил нашему управлению по охране объектов культурного наследия Республики Саха-Якутия, в общем-то, разработать свой документ и регламент, чтобы улусам проще было работать. Конечно. Понимаете, да? Чтобы меньше было всяких бюрократий, да, чтобы и так они далее. так сильно не думали, а какой должен быть отчет, что там, какое писать уведомление, там, да, там, вот, это время уходит. А так по единому стандарту. Все. Ну что ж, осталось у нас минута до конца эфира. Руслан Васильевич, буквально полминутки. Что пожелаете нашим телезрителям и радиослушателям? Ну, я бы хотел, конечно, чтобы мы с вами все сохраняли нашу историческую память. Не только в виде вот объектов каких-то, но и нашу внутреннюю. Это я говорю о родословии. Потому что мы должны помнить, кто наши деды, прадеды. И вот тогда, конечно, мы будем, зная прошлое, мы будем решать и будущее. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, сегодня наша передача завершается в целом, и первый блок, и второй, вот сейчас мы только что завершили. Я думаю, что, конечно, темы были очень актуальные, у нас сегодня прозвучали, да, в эфире. Ну, хочу пожелать вам, Руслан Васильевич, успехов в вашей работе, чтобы мы все-таки наконец-то сами всегда были вот за сохранение этих памятников. Спасибо. На этом передача подошла к концу. Юрий Сергеев, Якутск сегодня. Всего доброго. До встречи на следующей неделе.